Трагедия в Ленинградской области на реке Оредеж потрясла, пожалуй, всю страну. Во время крещенских купаний в необорудованной проруби утонула 40-летняя мама двоих детей. Женщина прыгает в прорубь и исчезает подо льдом. Ее унесло сильным течением. На месте не было ни спасателей, ни медиков, ни нормального освещения. В Коми подобного точно не случится, уверяют спасатели, если окунаться в специально оборудованных для этого местах. Всегда спасатели дежурят, вот и полиция дежурит, всем оказывается необходимая помощь. Человек должен прежде всего, когда он идет для того, чтобы совершить обряд омовения, да, чтобы погрузиться в Иордань, да, в нашу в купель, то он должен идти с осознанием дела этого. Лара Гвардина, моржиня со стажем, советует неподготовленным в прорубь лучше не входить. Важно не замерзнуть в очереди к крещенской купели. Голова и ноги должны быть в тепле. Для согрева горячий чай и ничего крепче. Сначала нужно сделать глубокий вдох и на выдохе спускаться в воду. Не нужно сразу входить в воду полностью, даже если это купель крещенская. Сначала нужно спокойно по колено зайти в воду, опустить в воду руки, обмыть себя водой, то есть дать своему телу ощутить вот этот вот температурный режим воды. И уже после этого тоже на вздохе спокойно опуститься в воду. Вот. Если есть подготовка какая-то, то можно с головой. Если человек не готов, то лучше по шею и выходить. Закаливание и моржевание, безусловно, полезно для здоровья. Повышается иммунитет, снижаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важно понимать, что это процесс не быстрый. Человек постепенно приучает свой организм, свои сосуды к резким перепадам температур. Стать моржом за один день или даже за неделю нельзя. Вот у нас прибор есть, которым мы измеряли кожную температуру в 5 точках. Например, лоб, грудь, кисть, бедро и голень. Мало кто знает, но в 2003 году у нас в Коми ученые-физиологи проводили исследования. Испытуемой группе из 6 мужчин и 2 женщин-моржей измеряли давление, пульс, температуру тела до и после окунания в ледяную воду. Вот вы сказали о том, что внутренняя температура у людей, которые принимали участие в эксперименте, понизилась от минус 0,6 до 1 градуса. Вот какие последствия для здоровья такой скачок температурный может нести? Для этих людей, которые... Они моржи, несколько лет уже у них стаж. Для них это не страшно, не опасно. А вот для людей неподготовленных, которые вообще первый раз окунаются в прорубь, или которые хотя бы раз в году окунаются, для них очень это опасно. В результате внезапного погружения в ледяную воду человек может потерять сознание, получить инсульт или инфаркт. У мужчин возможно развитие простатита. Для женщин окунание в прорубь чревато воспалением мочеполовой системы. Контакт с ледяной водой может привести к циститу, заболеваниям почек или воспалению легких. Соблюсти крещенскую традицию можно и другим, куда более безопасным способом. Например, не окунаться полностью, а омыть освященной водой лицо и тело. Вода целебная, ею можно обрызгиваться и обмываться и дома у себя, оттираться ей можно. Пошел в ванну, отерся святой водой и все. И вот особенности эти опасные купели, неогражденные купели, церковь боролась и до революции с этим, что так окунаться нельзя, чтобы подвергать себя опасности. Для верующего человека купание в реке совершенно не обязательно. По сути, это народный обычай, который весьма опасен для неподготовленного организма. Вместо того, чтобы окунаться в прорубь, лучше прийти на службу в храм, говорят священники. Не вода отпускает грехи человеку, а таинство исповеди. Алексей Корчма, Иван Богомолов, телеканал Юрган.